В историческом парке «Россия. Моя история» торжественно открыли региональное отделение Центра военной спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Дело в том, что это полностью филиал федерального центра. 42 штатных единицы открывается. Содержание полностью за счет федерального центра. Или благодаря поддержке федерального центра приобретается различное оборудование. То есть вы знаете, что Василий Сергеевич подписал соглашение буквально во время чемпионата по проведению снайпинга. И приобретается одежда, приобретается различное спортивное оборудование. В том числе со стороны республики мы выделили порядка 180 миллионов рублей тоже на материально-техническое обеспечение. То есть сейчас это будет производиться через Центр юные якутяне. Наши ребята прошли обучение в Тюмени, 3 месяца получили удостоверение и теперь являются официальными тренерами, воспитателями Центра «Воин». Этот центр направлен на патриотическое, военно-патриотическое воспитание молодежи. Он работает по типу нашего Малой академии наук, только в сфере военно-патриотического воспитания. То есть мы работаем сменами круглый год. Мы сейчас откроем центр именно в городе Якутске, но филиальная сеть будет покрыта тоже в том числе и в районах республики. Центр «Воин» становится важнейшим звеном государственной системы воспитания подрастающего поколения на основе традиционных ценностей. Специальные программы центра дают возможность ребятам освоить военно-прикладные дисциплины, научиться работать в команде, подготовить себя к служению Отечеству на любом месте учебы или работы. Директором регионального отделения Центра «Воин» в Якутии назначен народный депутат республики, командир батальона «Барс-2» отряда «Ботур», кавалер Ордена Мужества Василий Егоров. В рамках торжественного открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между региональным отделением Центра «Воин» в Якутии и ведомствами и общественными организациями республики. Курсантов и инструкторов Центра с открытием отделения тепло поздравил Герой России Александр Колесов. На самом деле хорошо забытое старое. В Советском Союзе мы помним, что патриотическому и военному воспитанию молодежи очень уделялась большая роль. И в школах был такой предмет начальная военная подготовка. Проводились подготовка среди старшеклассников, полевые выходы, потом учебных образовательных учреждениях подготовки были в постоянной основе. Да? После развала Советского Союза это потихоньку начали смещать. И восполнять этот вакуум всякими псевдоценностями западных стран, западных культур и так далее. Но сегодня мы видим, что актуальность она сохранилась. В нашем народе, в нашей молодежи есть потребность именно такого рода направлению работать, да, патриотика, военная составляющая. Это на самом деле очень здорово. Очень рады, что у нас в Якутии наконец-то открылся этот Центр «Воин». Будем с ними сотрудничать, плотно работать и заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения вместе. В 2024 году региональные отделения Центра «Воин» одновременно открываются в 10 субъектах Российской Федерации. В течение нескольких лет филиалы Центра «Воин» появятся по всей стране. Нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину руй! Айхал! Руй! Айхал! Руй! Айхал! 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 12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире – Международный день полета человека в космос. В детстве я пошел в школу в 60-е годы, в 69-м. Для нас космонавт – это была мечта. Половина класса мы хотели быть космонавтами, но уже к 8 классу мы поняли, что это уже вряд ли. По разным причинам выбирали другие профессии. И любого родившегося в Советском Союзе, любого спроси, они тебе скажут 12 апреля, и они скажут День космонавтики. 1 мая – День трудящихся.
7 ноября, да, День революции. Все прекрасно знали число 12 апреля, потому что это была гордость, и мы до сих пор гордимся этими людьми и вообще вот тем, что именно наша страна была первой. А первый – это первый. Это участь вторых глотать пыль впереди идущих. Поэтому мы всегда первые и будем везде первыми. В этот знаменательный день, 12 апреля, прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня космонавтики, на котором исторический парк «Россия. Моя история» поздравил воздушно-космические силы Российской Федерации в лице контрольно-измерительного пункта. Представители космических войск этот праздник особенно мы воспринимаем трепетно, потому что мы представляем здесь этот род войск, вид войска, и считаем, что, наверное, самое важное донести сейчас до молодежи важность служения Отечеству, военно-патриотического духа, воспитания молодежи. И один из таких воспитаний, это, как вы помните, да, в Советском Союзе все смотрели с трепетом, хотели стать космонавтом. Так и сейчас мы представляем этот род, когда рассказываем, как осваивается космос, какие есть космические аппараты, как ими можно управлять, для чего это все нужно. И хотелось бы всем пожелать, чтобы, вот, наверное, те моменты в жизни, когда Юрий Алексеевич Гагарин летел в космосе, он что говорил? Очень хорошие слова, да, дал интервью. Это славность, это счастье. Нет, это не только счастье. Это гордость, это не только гордость. Это чувство большого гордости за все человечество. Стать первым покорителем космоса. И вот хотел бы, чтобы вот эти слова для каждого были символом и двигателем прогресса, идти вперед, достигать всех вершин, всех космических вершин, для достижения всех поставленных целей. Я не знаю, открою я военную тайну или нет, да, но в Якутске единственная воинская часть – это военно-космические силы, в которых служат в основном офицеры, и которые, по большому счету, являются, я не знаю, там их назвать зонтом России, там крышей России. Ну, я не знаю, но это вот те люди, которые, по большому счету, являются теми людьми, которые сохраняют мир в нашей стране. Ну, это мое личное мнение. Конечно, наши ребята участвуют в СВО и поставят фашистов на место рано или поздно. Но против таких стран ядерных, как Америка, ну или там Франция, которая что-то там машет там иногда, да, у нас есть вот именно такие ВКС-силы, которые одно из триады, которая как раз оберегает и сохраняет и умножает авторитет нашей страны. Также прошла совместная лекция с Российским обществом знания, на котором мы вместе вспоминали и отмечали великий вклад предков в освоение космоса. Участники узнали о том, как космические полеты изменили нашу жизнь. Какая больше всего понравилась? Вот это, где Юрий Гагарин полетел 12 апреля 1961 году. А мне видео понравилось, когда он полетел. Там говорили, что человек должен полететь, чтобы человек должен полететь на космос, нужен вес 30 килограммов, рост 170, и он должен быть очень здоров. только вам быть никогда не болеть, нужен хороший организм, чтобы организму все было хорошо, и чтобы вы никогда не болели. Люди забывают, и учителя, и в программе этого нет, поэтому я думаю, что это очень полезно. Мы, например, сегодня, 12 апреля, нам повезло именно в День космонавтики прийти, послушать такую полезную информацию. Для детей это было очень полезно, познавательно, они очень довольны все. Этого ни в каком учебнике не прочитаешь, ни в каком содержании, ни в какой учебной программе этого не предусмотрено. И детям сегодня повезло, что сегодня «История. Моя Россия» проводит такое мероприятие. 12 апреля – День космонавтики России, и он навсегда вписан в мировую историю Земли. В историческом парке «Россия. Моя история» прошел День культуры и искусства северных народов.
Вячеслав Шадрин, председатель Совета старейшин юкагирского народа, провел лекцию «Юкагиры. Кто они? Интересные факты». В чем, наверное, важность этой лекции? Все вроде бы знают, что есть юкагиры. Все знают о том, что это уникальный древний народ, но более подробно, особо не вдаются в историю данного народа и не понимают вообще, чем оно отличается. А на самом деле это очень главный, наверное, очень интересный вопрос, потому что действительно юкагиры, они уникальны именно тем, что у них своя культура, свой язык, своя история, которая имеет много загадок, много вопросов, и в то же время она категорически сильно отличается от истории, культуры, языков других своих соседних народов. В гербе республики 7 алмазов, 7 бриллиантов. Это 7 народов, которые составляют основу населения нашей республики. Но у каждого из этих бриллиантов свои особенности. И надо эти особенности знать, потому что именно из этого формируется то самое богатство нашей республики. Из них именно формируется наше культурное, наверное, скажем так, единство в многообразии. И юкагиры являются одним из тех, которые вносят свой вклад в это разнообразие наших народов и культуры нашей республики. Я очень благодарен историческому парку за то, что они дают нам возможность бесплатно встретиться вживую с людьми, не просто носителями языка, а с людьми, которые, работают в научной среде, и они имеют точку зрения и знают, и могут рассказать о последних достижениях науки в истории этих древнейших народов. Известные мастерицы провели мастер-классы по ивенскому бисероплетению и по созданию поделок из подшейного оленьего волоса. Выставки «Митчайле. Наш свет». А 19 апреля, в день закрытия экспозиции, пройдет встреча с автором представленных работ, талантливой северной художницей Екатериной Суржаниновой. Но Светлана Петровна включила разведчика. Срочно продиктуйте номер вашей карты, чтобы мы могли перевести деньги на безопасный счет. Звякнув банк сама и положила трубку. Кем только не представляются мошенники, чтобы вытянуть из вас деньги. Кладите трубку, без разговоров.